Новый автомобиль подарят бывшему сотруднику производства. В начале этого года мужчина получил производственную травму, вследствие чего ему поставили инвалидность, и продолжать работу он не смог. За помощью он обратился к фонду социального страхования. Подробности нам расскажет наш корреспондент Саргалана Неустроева. Прямо сейчас она выходит с нами на прямую связь. Саргалана, приветствую. Расскажи, пожалуйста, какую машину он получит. Приветствую, Валерия. Сейчас я нахожусь в автосалоне «Колми», где уже прошло вручение ключей автомобиля пострадавшему на производстве Аялу Челбадукову. Как раз за моей спиной вы можете увидеть данную машину. Это новенькая легковая белая «Лада Гранта», которая оснащена ручным управлением, что, безусловно, очень важно для Аялы Челбадукова. Кроме того, сотрудники салона «Колми» уверяют, что данная машина очень надежная, главное, экономичная, и в условиях наших суровых зим показала себя как качественный и надежный автомобиль. Ну а сейчас мы как раз спросим вообще, каковы ощущения у самого Аялы Челбадукова, который буквально 5 минут назад получил ключи. Можете вот продемонстрировать. Здравствуйте, Аял, поздравляем вас с новым автомобилем. Расскажите, пожалуйста, как ваше настроение? Здравствуйте. Настроение отличное. Не ожидал такого. Подарок на Новый год. И на днях день рождения у меня. Вот такой подарок от ФСС. Мне сказали, что вы прилетели в Якутск из Сунтарского района на самолете обратно домой. Как будете добираться? Обратно на нем поедем, наверное. Пока не знаю. Сейчас выйдем, переобуемся. Вот и стекло уже купили. Вот чехол и тоже подарок сделали себе на новую машину. До этого у вас были вообще какие-нибудь автомобили? Раньше были только поддержанные машины, японцы были. Вот после травмы я продал. Одна была, кровом был. Я ее продал. Вот сейчас на Ладе буду ездить. Вообще машина была вам вручена в рамках программы социального страхования. Какими-нибудь еще положенными вам мерами поддержки вы воспользовались или только в планах? Только в планах пока что. На реабилитацию съездил в этом году. Здесь в Якутске был. В начале года в Москве был, после сразу травмы. Пока все. Хорошо, спасибо. Подробнее о программе нам расскажет заместитель управляющего регионального отделения Фонда социального страхования по Республике Саха-Якутия. Предлагаю послушать. У нас существует 125-й федеральный закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве. И граждане, которые получили несчастный случай на производстве, согласно программе реабилитации пострадавшего, которая выдается Главным бюро медико-социальной экспертизы на основании врачебной комиссии медицинской организации, где вписано, что такому-то человеку необходим автомобиль, или ручной, или автоматическая коробка передач. И согласно этих всех документов мы предоставляем автомобили. Если сказать, вообще начать 2001 года, региональное отделение фонда предоставило порядка более 200 автомобилей. А в 2021 году, несмотря на все запреты в связи с пандемией, мы привезли, согласно проведенных конкурсных процедур, согласно 44-го федерального закона, в этом году мы привезли 14 автомобилей. И 14-й автомобиль мы сегодня вручаем в этом уходящем году. Также хотелось бы добавить, что наше отделение Фонда социального страхования сотрудничает с Колми уже более 6 лет. За все это время ежегодно Колми приобретает около 10 машин. В этом же году количество машин намного больше, чем в предыдущие. На следующий год заключены уже 2 контракта на приобретение 2 автомашин, также для людей, пострадавших на производстве. Но к этому часу у меня все. Валерия. Благодарю, Саргалана, за такую подробную информацию. А я напомню, что с нами на прямой связи был наш корреспондент Саргалана Неустроева.